Ребят, у меня сегодня, 26 февраля, потерялся коптер. Летел, вот это последний ролик, который записался на коптер. Смотрите внимательно, узнаете свои места родные. Где-то в этом месте он потерял сигнал с пультом. Начал приземляться. И все, больше на связь не выходил, потерялся. Вот, коптер вручаю. Да. Нашел в лесу, когда были съемки на снегогонке на снегоходах. Ага. Коптер потерял связь, упал где-то в лесу непонятно. Ну так и было, да. С последних кадров мы его искали сначала долго, и через месяц он сам, скорее всего, упал с дерева, и мы его С дерева, случайным да, образом нашли, да. А как он находился, в каком положении, показывает? Он был полностью открытый и лежал просто под деревом. Прямо вот под деревом, немного, может, сантиметров 10-20. Да? И ты понял, да, что... А ты его сначала искал? Когда вот Я ролик его вышел? искал, мы, наверное, его неделю, около полторы не искали сначала, вот прям верили. По деревьям лазили. А ты, получается, когда в тот день, когда я потерял, ты сразу пошел искать, да? Но мы вот с вами искали еще вот. Ты на тоже искал. мотобуксировщике был, да? мы тоже на мотобуксировщике искали. Потом позвали друзей, еще 2 человек. Ага. С ними тоже поискали, мы ничего не нашли. Ага. Потом через день, через 2 искали, думали, может, выйдет. Вот, потом было принято решение искать по деревьям уже. И вы каждый день ходили? Или нет? Каждый день, через день ходили. Ага. Встречали много людей. Тоже искали? Да, тоже искали. То Человек, наверное, 15 мальчиков пришли и сказали, типа, мы тоже пришли искать коптер, давайте вместе дойдем, если что. Ага. Поможем человеку. Ага. Вот. А тебя как зовут? Артем. Артем. Все, спасибо тебе за настырность. Вот награда нашла твоего. 10, 15. 1, 2, 3, 4, 5. Да, все правильно? Все. Все, спасибо еще Всё. раз. Спасибо это огромное. твои первые заработанные деньги? Или Нет, это мои не первые заработанные деньги. Я после школы или в свободное время, или на каникулах работаю для своих личных целей. Хочу добиться чего-то сам без родителей. Слушай, ты красавчик. Чего ты хочешь добиться? Ну вот в прошлом году купил себе первый мотоцикл свой на свои заработанные Какой? деньги. Советский мотоцикл Минск. Вот сейчас есть дальше цель купить уже новый с мотосалона мотоцикл. Ага. Сколько у тебя уже есть в деньгах? У меня есть где-то плюс-минус полсуммы. Это Всё. будет вкладом, да, в твой новый Это будет мотоцикл? вкладом, да. Все. Ты смотришь мои ролики? Я или- смотрю твои ролики. Всегда? Или после того, как коптер потерялся? Ну, я смотрел до этого, вот, до коптера еще. Ага. И потом еще после коптера прям вообще уже начал смотреть. Нравится твой контент про нашу республику Коми. Ты в каком классе учишься? 9-й. В 9. Потом будешь что-то поступать или на 11? Потом буду поступать в Сыктывкар, пока не знаю, в какое училище. Ты коми человек? Коми человек. Смотрите, друзья, это же блудный сын, это же Жожо, и он вернулся ко мне. Надеюсь, что он уже не в целости, конечно, у него вот одного винта тут нету. Другой винт, немного покоцанный, но еще полетает. Вот она, карта памяти. Тут все кайфовые материалы, которых я не смог на Гажеваляе домонтировать. Они все тут лежат. А что ты почувствовал, когда он тебе написал, что коптер найден? Во-первых, он мне позвонил. 4 раза звонил, и я не взял. Потом я сам перезвонил, типа, кто такой настырный мне звонит. Перезвонил, спросил, типа, да, что? Он говорит, Немчинов? Я говорю, да. Этот коптер нашел. Я такой, нифига, коптер нашли. Потом, окей. Я говорю, я сейчас в винте, я приеду завтра. Я тебе позвоню. И положил. Потом захожу в ВКонтакте, он ВКонтакте еще мне продублировал сказанное в телефоне. Что я почувствовал? Я всем друзьям, кто находился рядом со мной, показал сообщение. Почувствовал еще одну победу. Почувствовал то, что частичка меня больше не принадлежит Визинге. А то после того, как коптер пропал, у меня была привязанность к Визинге. Я всегда думал, что что-то из моей аппаратуры не со мной, а лежит где-то там, в далеких краях селя Визинга. После того, как Жожо со мной,
мне более спокойнее стало. Потому что, не стоит думать, что да как с ним. Это же как живая душа. Вот. Один раз, поимев коптер или машину, или что-то такое из техники, вы, наверное, ощущали такое, как она становится как будто живой и частичкой тебя. Также я ради этого коптера, чтобы купить новый, то есть продал свою машину. И сейчас тоже иногда думаю, что, где-то машина моя ездит. С кем же она сейчас ночует, с кем же она счастливые моменты разделяет. Вот. Как живая душа. У меня машина была тоже живой, она никогда не подводила в дороге. То есть бывало, что ломалась, но в любом случае она заводилась и доезжала до моего дома. И потом уже конкретно вставала. Вот. Последний из поездок с Сижмы, например, мы на ней ехали. И у нее что-то было с массой, как мне сказал мой автомеханик. Что-то было с массой, и машина, на ходу тухла. Не работала. И я, еду, она заглохла, качусь по трассе, потом на ходу завожу, пока она катится. Дальше еду, потом она снова гаснет и так далее. И я доехал до дома. И при этом еще умудрился получить штраф на скорость. 30 км в час превысил скорость. Это там? Нет, в Сыктывкаре, когда уже в город заехали. А, серьезно? Да, там 40 было километров в час ехать, я ехал 70. Тут круто, что она сломалась не где-то в середине дороги, а всего там в 40 километрах от города. 40 километров ночью в 30-градусный мороз, это тоже